Можно ли говорить о том, что банковская система Абхазии адаптировалась к новым геополитическим и экономическим реалиям? Насколько она оказалась устойчивой? Благоприятные финансовые показатели в банковском секторе вселяют оптимизм, потому как в какой-то степени они отражают ситуацию в экономике республики. Изолированность от международных финансовых рынков, частичная признанность Абхазии. Неожиданно, но эти факторы помогли пройти острую фазу без значительных потерь. Можно сказать, что у нас выработался очень хороший иммунитет в 2017-2018 году, когда мы вводили временную администрацию в Сбербанке и когда ситуация была на грани коллапса. Нужно сказать, что все мероприятия, которые проводились в 2017-2018, ну и в 2019 году, они только-только стали приводить к каким-то результатам. Впервые у нас в прошлом году, даже в позапрошлом первый раз 2 миллиона прибыль у Сбербанка была, в прошлом 16 миллионов. Это очень хороший показатель. И, конечно же, нельзя сказать, что банковская система очень крепкая, очень здоровая, но самое главное, она устойчивая. Изолированность от мира, формирование в замкнутом пространстве, оно, конечно, дает нам возможность не особо сильно чувствовать то, что происходит за пределами Абхазии. А вот о том, как прошел прошлый год, хорошо или нехорошо, я как руководитель банка должен опираться в первую очередь на цифры. Потому что год всегда проходит по-разному для всех. У одних банков хорошо, у других плохо. Но если говорить о системе банковской, то можно сказать, что год прошел прекрасно. Можно сказать прекрасно, потому что по банковской системе у нас 5 банков закончили с очень хорошей прибылью. Несколько банков с убытками небольшими, но в целом по системе, если в 2021 году банковская система показала прибыль 34 миллиона рублей, то в прошлом году, на фоне всех событий, которые вокруг в мире происходят, прибыль банковской системы увеличилась более чем в 2 раза, и банки продемонстрировали финансовый результат с плюсом 78 миллионов рублей. Это за счет чего такое? За счет того, что многих факторов. За счет улучшения процесса кредитования, более качественный процесс кредитования, более качественное обслуживание кредитов и, естественно, по росту оборотов по экономике. Банковская система ведь является частью экономической системы в целом. И когда в страну заходит больше денег, естественно, банки больше обрабатывают денег и, соответственно, зарабатывают больше комиссий. Но, к примеру, оборот трансграничный, внешние притоки, отток денег в Абхазии из Абхазии составил 124 миллиона рублей в прошлом году. Позапрошлом был 98. То есть на 25%, на 27% вырос товарооборот. Этот товарооборот проходит через банки. Соответственно, банки получают больше комиссий. Это тоже явилось источником прибыли для наших банков в прошлом году. Поэтому можно сказать, что если опираться на финансовые результаты, то не на цифры, то для банковской системы Абхазии 2022 год был хорошим. Ну, хорошее это все относительно, можно еще лучше, безусловно, но если сравнить с 2021 годом, то он оказался значительно лучше. И мы очень надеемся, что и 2023 год продемонстрирует такие же результаты. Вы говорите о таких результатах, и что это отражение экономической ситуации в стране, да? Но сейчас вам могут возразить, что простые граждане не чувствуют улучшений. Я не могу оценивать эмоции. Вот бывает ситуация вроде бы... Вот смотрите, многие люди жили намного счастливее после войны, когда была блокада, когда вынуждены мы были пешком ходить, не было транспорта, но эмоционально было все комфортно, потому что была победа позади, впереди надежды на светлое лучшее, но в деньгах было очень плохо. Сейчас вроде у людей машин много, посмотрите, что творится на улицах, в каждой семье по одному, по 2 машины, доходов больше у многих. И я же не социолог, мне сложно говорить о настроениях людей. Мне, как банкиру, важно опираться на цифры. А цифры – это в нашем случае конкретные деньги, которые я и демонстрирую, анализирую. Вне зависимости от того, как общество, население или предприниматели воспринимают, стало лучше или хуже. Я говорю еще раз, если хорошо отойти от эмоций, банковская система заработала больше в 2022, чем в 2021. Лучше это или хуже, это уже субъективная оценка. Банковская система устойчива, но вопросы остаются. К примеру, почему не предоставляются длинные и дешевые кредиты?
Предприниматели недовольны высокими ставками и ждут времена, когда кредиты станут доступными. Банкиры же напоминают, ресурсы нашей банковской системы весьма скромные. Основной источник кредитования – вклады населения. Тут все просто. Гражданам неинтересно хранить деньги в банке при низкой процентной ставке по вкладам. Банки же зарабатывают на разнице между процентными ставками по депозитам и по кредитам. Мы живем в рыночной экономике, не в плановой. Соответственно, ценообразование в нашей стране, оно рыночное. Цена, в частности, ставка процента по кредитам, это, по сути, цена за эту услугу, она формируется в результате взаимодействия спроса и предложения. Как вы правильно отметили, чем больше будет вкладчиков, чем больше денег население и организации будут хранить в банках, тем больше будет денег у банков, соответственно, больше возможностей давать кредит. Чем больше будет возможностей, соответственно, цена будет падать. То есть цена зависит исключительно от этих двух вещей, больше ни от чего. Мы понимаем, что в банке, и в частности в Банке Абхазии, мы не являемся центральным банком, в смысле эмиссионным центром, мы деньги не печатаем, мы пользуемся российским рублем. И денег в стране столько, сколько пришло денег в страну, вне зависимости от политики Банка Абхазии. И, соответственно, денег в коммерческих банках столько, сколько наши граждане готовы хранить в коммерческом банке. Коммерческий банк, конечно, может манипулировать этим процентом, мотивировать больше хранить. Первое – это надежностью, второе – это ставкой процента. То есть, если коммерческий банк будет повышать ставку процента по вкладам, как мы в тяжелые годы Сбербанка вынуждены были ставки по вкладам до 18-20% поднять, чтобы хоть как-то привлечь вкладчиков. Ну, естественно, когда банк привлекает под 18-20%, он не может предоставить кредит по ставке ниже. Это как бы взаимосвязанный процесс. И поэтому и кредиты были дорогими. Но нужно сказать, что медленно, но устойчиво средняя ставка снижается. Если, например, средняя ставка по всей банковской системе Абхазии составляла в прошлом году 22%, в 2022 году, то в 2023 была 23%, а и годом ранее еще выше. То есть в среднем на 1% в год ставка снижается. Это, конечно, очень медленный процесс, но во всяком случае он, самое главное, рыночный. То есть это та ставка, при которой спрос на деньги равен предложению. И даже при таких высоких ставках в прошлом году банковской системой Абхазии было выдано более 4 миллиардов рублей. 13 тысяч, вот я возьму точную цифру, было выдано 13 965 вкладов. Ну, можно сказать, 14 тысяч кредитов было выдано на нашу Абхазию. То есть физическим и юридическим лицам. Если сделать разбивку, то физическим лицам было выдано 1 781 000 000, 13 471 кредит. То есть почти 14 тысяч человек получили кредиты в прошлом году. И юридическим лицам было выдано почти 2 миллиарда рублей в виде кредитов. Ну, потому что суммы там другие. Да, там суммы крупнее, 286 кредитов, а также индивидуальные предприниматели. То есть для нашей маленькой банковской системы выдать, обработать, обслужить и обслуживать все это время почти 14 тысяч кредитов за один год. Это все-таки очень большие объемы. Значит, снижение ставки процента будет и дальше продолжаться. Вот, например, давайте вспомним буквально 3 года назад. Ставки в Сбербанке для физлиц были и под 48%. Помните, какие высокие были? Сегодня, слава богу, эта тема закрылась, уже таких ставок нет. Сегодня самая большая ставка в Сбербанке 36%. То есть на 12% упала за 2-3 года. Я уверен, пройдет год, 2-3, если ситуация будет и дальше стабилизироваться, то есть ставки будут 36, опускаться до 30, до 25. Это медленный процесс, который будет формироваться и идти на фоне оздоровления ситуации в банковской системе. Вот, например, если 3 года назад Сбербанк привлекал вклады под 18-20%,
то с прошлого года ставки опустились до 10-12%. То есть это все равно интересно населению конечно, приносить? Да. Меньше, конечно, меньше, но тем не менее интересно. И получается, если пройдет год, два, три, Сбербанк наберет депозитный портфель под 10-12%, конечно, он уже сможет в дальнейшем и опускать ставки по кредитам. Это все взаимосвязано. Вот очень большое заблуждение населения часто связано с тем, что многие почему-то ожидают выдачу кредита с государством. Вот государство предоставляет кредиты, здесь такого нет. Это кредиты коммерческих банков. И что получается? Как я говорил ранее, одна группа людей предоставляет деньги в виде вкладов, другая группа людей берет эти деньги под проценты. И в истории этой всей главным получателем доходов является вкладчик. По системе Сбербанка расскажу. Вот в прошлом году средняя ставка по вкладам составила 16%. 16%. Средняя ставка по вкладам. Это имеется в виду средневзвешенная. То есть там же ставка по вкладам зависит и от суммы, от сроков. Кто-то по 12 приносит деньги, кто-то под 18, под 14, под 15. И в среднем получилось в прошлом году стоимость этих денег для банка составила 16% годовых. А средняя стоимость кредитов 25%. То есть что означает? Заемщик взял деньги в кредит, платит 25%. То есть 25 миллионов заплатили со 100, грубо говоря, за год. Из этих 25 миллионов 16 заработал вкладчик, а 9 остается банку, который вынужден содержать помещения, сотрудников, платить зарплату, канцелярские расходы и много других операционных расходов. Поэтому, конечно, сейчас главным источником является именно вкладчик. И мы что понимаем? По мере того, как экономика будет развиваться, и мы это каждый раз чувствуем, как только проходит хороший курортный сезон, у населения появляются деньги, и мы каждый раз наблюдаем следующую картину. По итогам лета, по итогам летнего сезона наблюдается наплыв вкладов в банки, и к осени у банков появляется больше денег для того, чтобы предоставлять, кредиты. И обычная противоположная ситуация весной. К зиме, к весне денег в стране меньше, людей, у которых свободных денег, тоже меньше. Соответственно, весной приносят меньше денег в банки, и, соответственно, у банков меньше ресурсов для кредитования. Другое дело, что есть социальные программы. Условно говоря, Национальный банк в прошлом году, позапрошлом, заработал прибыль. Эту прибыль мы решили направить на субсидирование ставки для социального проекта. То есть определен был проект в Сбербанке. Это кредиты для инвалидов и кредиты для семей погибших. Вот мы определили эту категорию граждан Абхазии, которым Банк Абхазии хотел бы помочь в виде льготного кредита. И тогда мы установили ставку 6%. То есть мы, грубо говоря, бесплатно предоставляем деньги сберегательному банку. Сберегательный банк на этом зарабатывает не 36%, не 24%, а всего лишь 6%. И, соответственно, по такой программе многие наши граждане могут взять вот эти потребительские кредиты от 100 до 150, 200 тысяч рублей. Это тоже не гигантские деньги, понятное дело, но для решения социальных вопросов нуждающимся людям это такое подспорье. Очень остро стоит жилищная проблема в Абхазии. У молодых семей возникают проблемы, когда им негде жить. Они снимают жилье и вынуждены большую часть своих доходов отдавать за съемную квартиру. В этой связи возникает у населения вопрос, почему нет ипотеки. Проблемы ипотеки решаются государством, особенно речь, если идет о льготном кредитовании. Здесь возникает три вопроса. Первый вопрос, где взять такое количество денег? Давайте на конкретном примере рассмотрим. Как вы считаете, много это или мало, если в Абхазии, допустим, будет выдано 100 кредитов в год? Это немного, правильно? 100 кредитов не решат эту проблему. То есть будет выстроена очередь огромная из желающих получить ипотеку. 100 заемщиков в год – это очень мало. Но даже остановимся на 100 кредитах. Средний размер квартиры сколько это миллионов? 2-3, наверное, думаю, где-то так. В зависимости от района. Ну да, в среднем. 3 миллиона на 100 человек, на 100 кредитов – это 300 миллионов.
То есть банк должен выделить 300 миллионов на то, чтобы удовлетворить потребности 100 семей. Но эти деньги ведь выдаются на лет 20, на 15, это не на один год. То есть это длинный кредит? Конечно, ипотеку выдают на десятилетия, там за 2 года человек не может расплатиться по ипотеке. Соответственно, в этом году надо выделить 300 миллионов, в следующем году еще 300, в следующем году еще 300, и за 10 лет 3 миллиарда рублей. Первый вопрос главный. Где взять такое количество денег? А деньги откуда берется в стране, которая не печатает деньги? Только если принесут вкладчики, допустим. Принесут вкладчики такое количество денег и оставят на 10 лет, тогда, конечно, появится. Второй вопрос. По какой ставке давать эти кредиты по ипотекам? Понятное дело, банк – это коммерческая структура. Точно такая же, как и тот же предприниматель, который приходит в банк за кредитом. Вот они ничем не отличаются. Как предприниматель, приходящий в банк за кредитом, хочет заработать денег, потому что у него такой бизнес. То же самое коммерческий банк – это точно такой же предприниматель, который также зарабатывает деньги, только в сфере банковского дела. А по сути, создание банка и цель его существования – это тоже заработать прибыль. Второй вопрос следующий. Допустим, у банка нашлись эти 300 миллионов. Как вы думаете, ему лучше дать под 24-36% населению, если есть спрос устойчивый, либо льготный кредит под 10% в убыток себе? Конечно, банк выберет, поскольку его задача зарабатывать, не решать социальные вопросы. Он, естественно, будет предоставлять, значит, этому человеку. И третий вопрос, очень острый в Абхазии, который стоит. Как быть с теми людьми, которые получат этот кредит? Это все хорошо звучит. Дали деньги, да, и человек перестал платить. Вот представьте, семья молодая, взяла в кредит деньги, купила квартиру, сделала ремонт, мебель, обжилась, работает, проходит 5 лет уже, надо, я пример, 15 лет обслуживать, проходит 5-7 лет, и он перестает платить по разным обстоятельствам. Что делать банку с этим человеком, с этим заемщиком, с молодой семьей, скорее всего, там дети и так далее. То есть вставать в конфликт, выселять, это очень сложно. Для банка, я бы сказал, что эта тема вообще сегодня не актуальна и даже не стоит на повестке. В России ипотечное кредитование субсидируется государством. Теперь вторая часть, о которой я хотел бы сказать. В некоторых странах государство, которое определяет, что таким семьям, каким-то определенным категориям нужно помочь, государство тогда закладывает в бюджет субсидирование процентов. Закладывает. То есть, условно говоря, в той же Российской Федерации правительство понимает, что банкам невыгодно на 10 лет отвлекать деньги из оборота и предоставлять под низкие проценты, когда можно заработать в другом направлении. Да ведь? И, соответственно, в бюджет страны, в бюджет Российской Федерации закладываются деньги на то, чтобы банку субсидировать процент. Условно говоря, сейчас придумываю, банк предоставляет кредит по 24%, там заемщику предоставляют по 10%, заемщик платит, а 14% из бюджета. Банку ведь нет разницы, кто заплатит проценты, государство или заемщик. И банку тогда нет смысла бояться по процентам. Даже и лучше, если государство будет гарантированно платить проценты. Я хорошо помню время, когда в Абхазии остро стал вопрос возврата кредитов, набранных в предыдущие годы под сомнительные проекты, под низкие залоговые обязательства. Эти кредиты в народе называли невозвратными, безнадежными. Вот даже в публичном пространстве был опубликован список людей, которые набрали эти кредиты и не возвращали долгие годы. Вообще, какая ситуация с этим списком, с погашением, и насколько часто в этой связи вообще банку приходится обращаться к судебным приставам по возврату кредитов? Я вам могу информацию о Сбербанке сказать, поскольку Национальный банк является учредителем и собственником Сбербанка, поэтому как бы картину знаю хорошо по этой теме. Значит, в Сбербанке кредитный портфель, он представлен как бы двумя частями сегодня. Одна часть – это старые кредиты, которые достались в наследство от предыдущего руководства и накопились за многие годы. Вот там картина такая: по этим кредитам проблемным, по безнадежным, значит, предъявлено, вот я подготовил информацию, 550 исковых требований на сумму 293 миллиона рублей.
ну, вот в этом портфеле. Присуждено судом на 258 миллионов рублей и взыскано 119 миллионов рублей. Медленно, по чуть-чуть, в рамках реструктуризации и так далее, этот процесс идет. По остальным очень сложно уже вести работу, потому что уже и много лет прошло, и часто нет заемщиков живых, и не было обеспечения, когда выдавался кредит. Поэтому очень сложно, значит, в начале, первый год-два как-то проще все это шло, сейчас уже замедлилось. Тема со старыми кредитами, там уже и сроки исковой давности прошли и так далее. А сроки эти какие? 3 года. Да. То есть я могу занять, 3 года не возвращать? Не совсем так. Вы можете занять, сейчас уже не можете так, да, потому что сейчас мы привязываем к пенсионерам, карточкам, к зарплатам, к залогам, но если бы вы подсуетились в свое время тогда и заняли бы без залога, то, конечно, можно было бы не возвращать. Сегодня картина другая. Сегодня мы очень часто требуем обеспечения, перестраховываемся, и часто банк сберегательный обвиняют в том, что слишком много требуют, всех пенсионеров чуть ли не в заложники взяли, поручителями заставляют выступать пенсионеров. Да. Значит, жилые квартиры, там, жилой фонд мы не принимаем в залог, потому что проблема с взысканием стоит только коммерческую недвижимость. И в итоге в целом хочу сказать, что очень хорошая картина. Больше 90% обслуживают кредиты хорошо. Жесткое залоговое обеспечение, да, играет здесь. К сожалению, других вариантов нет. Здесь при деньгах не бывает доверия, обещаний и так далее. Исключительно обеспечение. Это коммерческая недвижимость хорошая и наличие поручителей, которые получают доходы на карты. И еще такой момент. Мы говорим о том, что в прошлом году было выдано более 4 миллиардов рублей и 14 тысяч кредитов было выдано. Я сказал, ну многие говорят, как много, это вся Абхазия в кредитах и так далее. И вообще много ли это или мало? Все зависит от того, с чем сравнивать. Вот если само по себе, это, наверное, много. Но если сравнить с другими странами, то это немного. Потому что у экономистов, у банкиров есть такой показатель, как уровень закредитованности населения. Вот закредитовано население или нет? Как он определяется? Это объем кредитного портфеля в стране к ВВП. Вот в Абхазии уровень закредитованности населения едва превышает 10%. ВВП, 10%. Там в России 21%. Чем богаче страны, тем этот уровень выше, тем больше кредитов, больше закредитованность. Есть такие страны, как Швейцария, там 129% от ВВП закредитованность. Южная Корея 106%. Ну, чем беднее страна, тем меньше возможностей у банков кредитовать население. Соответственно, тем ниже уровень закредитованности. Очень часто эксперты в области экономики говорят, что в Абхазии очень высокий теневой объем экономики. Вот насколько вот этот теневой объем влияет вообще на развитие банковской системы? Конечно же, если бы больше оборотов было бы не в тени, а, как говорится, в белую работала, конечно бы очень много транзакций проходило бы через банковскую систему, и тогда и налоговая система, налоговые органы видели бы эти транзакции, доходы фиксировались бы, и банки зарабатывали бы комиссии. Конечно же, как и в целом для всей экономики, и для банковской системы в частности, наличие большого теневого сектора – это упущенные доходы для банков, а для государства упущенные налоги. Ну, как бы здесь вот так все взаимосвязано. Я хочу сказать, что когда мы говорим о банковской системе, мы должны понимать, что банковская система – это часть экономической системы. Она не может быть сама по себе. Вот как сказать, не может быть очень хорошо в банковской системе, если в стране плохо. Или не может, ну, а наоборот, кстати, может быть. Вот в банковской системе может быть очень плохо, несмотря на то, что в стране хорошо. Все зависит от того, как эффективно банк выстраивает работу. Поэтому, когда вот я говорил о том, что прошлый год был хорошим для банковской системы, во многом это связано с тем, что экономический год прошел хорошо для нашей страны. Связано с притоком денег в нашу экономику, с развитием бизнеса и так далее. Известный проект Нацбанка, который вывел банковскую систему страны на современный уровень – национальная платежная система АПРА.
Карты решили проблему очередей в период получения пенсии, сделали выдачу зарплат прозрачной, посттерминалы в торговых точках упростили оплату покупок. Маркировка частных данных на поверхности карты проводится в одном из помещений Нацбанка. Персонализация пластиковых карт происходит путем рельефного выдавливания цифр и букв. После получения от коммерческих банков непосредственно самих карт происходит выпуск пин-конвертов, на которые наносится информация о держателях карт с нанесением даже информации пин-кода. И в дальнейшем уже получаем необходимый файл для выпуска самих банковских карт. В данный момент будет происходить персонализация карт с нанесением необходимой информации на пластик. Переводы с российских банковских карт на карты АПРА уже возможны, а к концу года заработает мобильное приложение «Онлайн-банк». 30 миллиардов рублей – общий объем операций в системе АПРА в прошлом году. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2021. Обороты по национальной платежной системе превысили 30 миллиардов рублей. Это $500 миллиарда, достаточно большая сумма, на 5 миллиардов больше, чем в позапрошлом году. Но самое главное, что увеличивается доля платежей в этом объеме. То есть, если, например, сравнить прошлый год с 3-5 годами ранее, то, скажем, в 2018 году, в 2017 году объем платежей в этой сумме составлял не более 10%, 7-8%. По итогам 2022 года доля платежей превысила 30%. То есть каждый третий рубль, который прошел и обработан в национальной платежной системе, был связан не с снятием денег с банкомата, а с платежами. В этом смысле культура населения растет, связанная с тем, что карта становится инструментом платежей. И, естественно, рост инфраструктуры, количество, имеется в виду все большее число торговых точек, торгово-сервисных предприятий, которые устанавливают ПОСы, приводит к тому, что людям нет необходимости снимать наличность в банкомате, чтобы отдавать ее, торговым точкам, когда они могут непосредственно с кассой, с пластиком расплатиться. Количество посттерминальных устройств в прошлом году превысило 3500 по Абхазии. Это достаточно большая сумма. Конечно, недостаточно, тема эта развивается, но уже ощутимо. То есть сегодня уже никого не удивит, когда даже в небольшой торговой точке мы видим ситуацию, когда люди расплачиваются картами. Поэтому мы также предполагаем, что увеличение количества посттерминальных устройств на территории Абхазии также будет способствовать увеличению доли платежей. Все это вместе, все это взаимодействует и приводит к одному результату. Ну и хорошая новость, которая была у нас также в прошлом году, связана с тем, что сегодня, например, держатели российских банковских карт могут переводить деньги на карты АПРА через приложение. Большинство российских коммерческих банков предоставляют такую услугу, мы заключили договоры, теперь не нужно ходить в банк по реквизитам или через систему денежных переводов без открытия счета, сидя дома, через приложение телефона можно пополнить карту АПРА. Но это пока в одну сторону, то есть с российских банков на карты АПРА, но Банк Абхазии также развивает направление по внедрению банковских приложений для наших коммерческих банков абхазских. Мы предполагаем, что уже к концу этого года первые абхазские банки предоставят такую услугу. Онлайн-банки, да? Онлайн, да. И тогда наши граждане также смогут с карты АПРА переводить не только на карты АПРА, но и на российские карточки российских банков. Объем операций по карте МИР в 2022 году в 2 раза выше стал, да, этот объем. О чем это говорит? О том, что был рекордный турсезон? Прежде всего о тех санкциях, которые введены в отношении Российской Федерации в уходе платежной системы Visa и MasterCard. То есть к моменту объявления санкций ухода международных платежных систем с Российской Федерацией доля карты МИР не превышала 20%. Остальные 80% это были держатели карт Visa и MasterCard в России. Но в связи с уходом международных платежных систем коммерческие банки Российской Федерации выдают уже
карточки МИР своим клиентам, продолжая давать возможность пользоваться старыми картами Visa и MasterCard. Но новые карточки – это МИР, соответственно, число держателей карт МИР увеличивается в Российской Федерации. Соответственно, когда россияне приезжают в Абхазию на отдых, то у них на руках все больше карт МИР, и, соответственно, и обороты по картам МИР также в Абхазии увеличиваются. Все данные по карте АПРА отражаются в IT-департаменте, вот на этих мониторах. Здесь находится диспетчерская служба IT-департамента, в которой мониторится в режиме онлайн ситуация по системе АПРА, по транзакциям, по работе банкоматов, ПОСов. Если вдруг происходит какой-то сбой, какая-то поломка или потеря связи, то наши диспетчеры это фиксируют мгновенно, и IT-департамент принимает решение по устранению неполадок и запуску работы. То есть это такой круглосуточный режим работы, который позволяет нашей системе функционировать в круглосуточном режиме. Все пенсионеры были переведены на карту АПРА. Я помню, как долго этот процесс происходил, тяжело, и Банку Абхазии приходилось уговаривать пенсионеров, говорить о том, как это удобно. Вдруг пришло решение со стороны Российской Федерации о том, что нужно вернуться к прежнему механизму выдачи пенсии, потому что накопились долги. Мы знаем характер этих долгов, почему это произошло, потому что родственники умерших не оповещали соответствующие органы и получали долго пенсии. Да. Накопились долги за 7 лет. Вообще, как вы думаете, вот этот механизм получения пенсии через карты АПРА вернется к нам? Но мы очень надеемся на это, потому что для Банка Абхазии, во-первых, это был колоссальный труд перевести 50 тысяч пенсионеров на пенсии с учетом такого сопротивления, которое было из-за того, что многие не понимали, какие удобства это создает для самих пенсионеров в первую очередь. Вот. Но, как вы правильно отметили, что за многие годы часто возникала ситуация, когда люди за умерших пенсионеров, по карточкам умерших пенсионеров продолжали снимать пенсии из банкоматов. Естественно, это выливалось в незаконно полученные средства. На самом деле таких людей немало, и суммы набежали более 24 миллионов рублей. Сейчас даже Госдума подписала проект закона о возврате этих денег. Но самое интересное, что и сегодня родственники умерших пенсионеров, некоторые также продолжают снимать пенсию по доверенности через кассу. Да. Этот процесс продолжается, правда, в меньшем количестве, но разница заключается в том, что если раньше непонятно было, кто снял деньги с банкомата, потому что неизвестно, у кого карта на руках, а сегодня все фамилии, имена известны. То есть поднимается архив, и видно, что, допустим, Иванов, Петров, Сидоров пришел за умершего пенсионера, снял пенсии. Все имена известны. В этом смысле разница. А так, конечно, для Банка Абхазии удобнее было бы и для самого Сбербанка, если бы все вернулось на выдачу российских пенсий по картам, поскольку для банка это дополнительные многомиллионные расходы. У Абхазии есть своя валюта – абсар. Она не используется в торговле, но мизматы покупают абсары в своей коллекции. Банк выпустил более 100 видов памятных монет и одну единственную банкноту. Монеты изготавливаются из драгоценных металлов высокой пробы и имеют в первую очередь инвестиционную привлекательность. Рыночная стоимость абхазских абсаров определяется спросом. Как правило, он высокий. Мы к этому году также продолжаем работу. Будет имитирована, выйдет об обращении вторая банкнота, 25 абсаров, то есть номиналом 25 абсаров, 250 рублей, тоже ограниченным тиражом, 15 тысяч штук. Но скажу вам по секрету, на большую часть тиража уже есть спрос, потому что люди, которые следят за нашей миссионной деятельностью, знают, что будет вторая банкнота, и уже бронируют, потому что это представляет для них большой интерес. Также в следующем году выйдет финальная монета из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Большая монета, где-то весом около Это все проекты, пока ориентировочно говорю, около полкило серебра здесь. Тиражом 100 штук она будет завершать эту серию, которую мы уже несколько лет ведем. Будет, наконец, издана, уже много лет мы заказали, но в связи с ковидом все эти дела были отложены. Это вот серия детских монет, нардские, абхазские.
Вот, и монета золотая, которая давно не выходила из золота, монета Банка Абхазии, это Псхалион. На одной стороне будет изображен Псхалион, на другой карта Абхазии того периода. Но я что хочу сказать, вот все мероприятия Банка Абхазии, которые были связаны с публикациями в международных изданиях, с поездками, участием в международных нумизматических выставках, привели к тому, что информацию о монетах Банка Абхазии, информация распространяется по многим странам, и наши монеты уже знают. И именно поэтому спрос на наши монеты растет. Вот, к примеру, в прошлом году, в 2022-м, Банк Абхазии реализовал монет и банкнот на 18 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма, это новое направление. Но, еще раз повторюсь, для Банка Абхазии реализация монет в таком количестве не является целью. То есть мы на этом не сколько зарабатываем, сколько популяризация нашей страны, популяризация истории Абхазии, наших выдающихся деятельностей через монету по всему миру. Также, вот, как пример, в прошлом году в главном нумизматическом журнале России «Золотой червонец» на обложке, значит, изобразили нашего выдающегося писателя Фазиля Искандера, приурочили к выпуску монет серии Фазиля Искандера и его героя. Также внутри журнала есть информация об этом. В следующем номере журнала нам выделили 8 страниц, 8 полос. Мы, значит, представили вот монеты Абхазии через историю, через древнюю историю нашей страны. Серия выдающихся личностей представлена, достопримечательности Республики Абхазия. Это все косвенно рекламирует нашу страну, информацию не только об Абхазии, но и о людях, которые символизируют нашу страну, люди, которых мы ценим, уважаем и гордимся. Каким будет следующий финансовый год для Банка Абхазии, зависит во многом от внешнеэкономических процессов, турпотока, предпринимательской активности.